Два стареющих последних диктатора Европы сошлись в товарищеском матче по хоккею, который проходил в Ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Вместе с Путиным в команде играли Александр Лукашенко, его сын Николай, а также в состав президентской дружины вошли знаменитые хоккеисты, в том числе олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Жамнов, Алексей Катасонов и Илья Ковальчук. Счет уже на 3-й минуте открыл Путин, который за время товарищеского матча забросил аж 7 шайб. Вторую шайбу забил Лукашенко, на его итоговом счете их было 2. Его сын забил 4. А вот так Путин не только первый забил, но и наколотил шайб больше, чем Лукашенко, который моложе его на пару лет, больше, чем его сын Коля, который моложе Путина более чем на полвека, и даже больше, чем знаменитые олимпийские чемпионы, для которых хоккей – это не только профессия, награды, медали, достижения и титулы, но и смысл жизни. Возникает вопрос, почему Путина до сих пор не взяли в команду на Олимпийские игры в Китае в следующем году? Ведь этот выродок, вернее самородок, каждый матч просто оставляет неудел олимпийских чемпионов. Согласен, вопрос риторический. Смотреть на путинские игрища – это отвращение, смех и испанский стыд одновременно. От понимания очередного лизоблюдства по отношению к престарелому диктатору, которому крайне важно показать на 70-м году жизни, что он еще совсем не хромая утка. В итоге Путин-Ким победила со счетом 18-7. Если бы за Путина в этом матче играли другие постсоветские престарелые диктаторы Назарбаев и Бердымухамедов, то их команда вообще победила бы со счетом 187. Удивительно, как прославленным хоккеистам не стыдно играть роль клоунов-халуев власти. Это не первый хоккейный матч с их участием. Путин и Лукашенко сыграли в последний раз в хоккей после переговоров в Сочи в феврале 2020 года. Их сборная также разгромила оппонентов 13-4. Ранее 29 декабря они провели переговоры в Санкт-Петербурге. Их встреча длилась 3 часа. Символический визит под Новый год Лукашенко в Санкт-Петербург был призван подчеркнуть готовность согласовать проект Конституции с Путиным. В той или иной степени Александр Лукашенко это сделал, который для этого даже скопировал определенные нормы российской обнуленной Конституции в проект белорусской. Например, о браке как союзе мужчины и женщины. Исключение нормы о нейтралитете Беларуси считается правильным. Норма противоречит членству страны в ОДКБ и масштабному сотрудничеству с Россией. Это зияющее противоречие и предлагает зафиксировать новая редакция Конституции. В целом, эксперты говорят, что влияние Кремля на формирование текста новой редакции белорусской Конституции можно считать действительно огромным. Это еще один символический элемент, подчеркивающий унификацию не только экономических процессов и способов управления территорией России и Белоруссии. Помимо всего прочего, это шаг в сторону унификации политико-правовых устоев. Это значит, что сценарий интеграции Беларуси в состав России не исключен. При этом нужно говорить не о юридической, а о фактической интеграции. В результате формируется конструкция, когда Лукашенко, если и не губернатор, то уж точно не президент независимой страны. Скорее всего, в итоге у него будут и силовики, и высокий уровень автономии, но в Москву он вынужден будет летать так же часто, как и российские губернаторы, что, впрочем, происходит уже сейчас, в последние месяцы. При этом по-прежнему не исключен вариант спокойного ухода с должности и сохранения позиций, как у человека столицы Нурсултана Назарбаева в Казахстане. Хотя надежды на транзит власти в Беларуси и уход Лукашенко из политики вряд ли оправдаются, так как даже по новым правилам он до 2035 года спокойно может занимать кресло президента, а потом пересесть в другое, наделенное еще большими полномочиями. Первый свой Новый год в колонии проведет Алексей Навальный. Отца его соратника Ивана Жданова, Юрия Жданова, вновь поместили в СИЗО. 19 декабря суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно по сфальсифицированному делу.
Сейчас ему вменяют нарушение подписки о невыезде и надлежащем поведении. А ранее в среду он был задержан полицией, об этом сообщил Иван Жданов в соцсетях. Юра! 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 В свою очередь повезло отметить Новый год дома Хованскому. Суд в Петербурге отпустил из СИЗО блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, за песню, спетую на стриме, который видело несколько человек почти 10 лет назад, и который из них никто уже не помнит, сроки давности по ответственности которые уже давно прошли, да и закон об этой ответственности был принят задолго после песни. В итоге ему была избрана новая мера пресечения – запрет определенных действий. Изменить меру пресечения попросил следователь Следственного комитета, который за полгода так и не придумал, как более грамотно сфальсифицировать уголовное дело. Новая мера будет действовать до 8 января. Блогеру будет запрещено выходить из дома в определенные часы, ходить на культурно-массовые мероприятия, пользоваться средствами связи и интернетом, а также общаться со свидетелями и представителями СМИ. Отмечу, что двое свидетелей в уголовном деле – это нанятые для этого подставные стукачи, бывшие сотрудники полиции. Это выяснила русская служба BBC. Об их связи с МВД сообщило также агентство РБК. Теперь у Хованского есть возможность поправить подорванное в СИЗО здоровье, о котором он писал в своих письмах. Его девушка Мария Нелюбова сообщила журналистам: «Юра дома, все хорошо, более-менее. Единственное, что-то с кровообращением, он не чувствует палец на левой руке и плохо шевелит руками». Она добавила, что сегодня, 30 декабря, у него состоится заседание по продлению ему меры пресечения. Давать какие-то комментарии Хованский не может, так как суд запретил ему общаться с прессой. Как сообщила сегодня пресс-служба суда, следствие планирует продлить ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Суд получил соответствующее ходатайство. Это еще не победа над фальсификациями уголовных дел, но уже первый шаг на пути к этому. В детстве я очень много слушал Егора Летова, потому что я был говнарем. И одна из его песен дала основу для того, что вы сейчас услышите. Путин это Гитлер, Путин это Сталин, Путин это Ким Ир Сен, Путин это Мао, Путин это Будда, Христос и Пусси Райот, Путин это Инь и Янь, Путин это Дао, Путин жил, Путин жив, Путин будет жить, 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 Путин будет жить. Путин это все, что нами управляет. Путин это нефть, которой так воняет. Путин это старт цензуры в интернете. Путин это лучшее, что есть на планете. Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. 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 Путин будет жить. Путин это выборы, где Ева выбирают. Путин это льготы, что у нас отнимают. Путин это уголовка за клевету. Путин это значит, что вся моя песня носит шуточный характер, потому что я не хочу сидеть за клевету. За клевету. За клевету.